Добрый день. Очередную нашу беседу хотелось бы посвятить теме исторического героизма от некоторых народов. Вот, например, осетинские ученые, я считаю, что дезинформируют свой народ, чужие народы о мнимом, якобы историческом особом мужестве осетин. Хотя в действительности об этом могут сказать все соседи осетин. Вот как выглядят осетины по сравнению с окружающими народами в трудах самих осетин. Вот в одном из материалов пишется: осетины во время царствования Вахтанга Гасала так напугали грузин, что те продолжительное время не смели пикнуть. Страница 106. С другими народами имели частые столкновения. Например, кабардинцы часто нападали на осетин, но те постоянно имели превосходство во всех отношениях. Черкесы сражались с осетинами, но всегда оставались побежденными. Чеченцы довольно часто боролись против осетин, но каждый раз в боях брали осетины вверх, так как они стояли выше их по общему развитию. Про ингушей тоже говорят, что в отношениях было такое же положение, но не указывают, правда, кто брал вверх и так далее. Но все равно указывается. Вот периодическая печать Осетии об Осетии осетинах, она опровергает подобные утверждения. Вот что пишет один из исследователей в газете «Кавказ» в 1865 году. До прихода русских все туземцы нынешнего Осетинского округа жили в горах, постоянно враждуя между собой. Никто из них не смел даже показаться на равнине, на плоскости. Там бродили тогда хищнические шайки, говорит, ингушей, чеченско-кабардинцев, которые нападали, нередко убивали, грабили и уводили их в плен. Они вообще не спускались на равнины. Другой автор свидетельствует о качествах. Да, они не храбры, говорит, и боятся войны, ночью отважны, кровожадные, разбойники, воры и плуты. О давнем особом отношении России к осетинам свидетельствуют источники. Вот осетины, например, нравы всего народа грубые находятся на степени первоначальной дикости, один пишет, но все равно они их использовали. Внутренние междоусобие производит большой вред, умножает бедствие и до того стесненного ихнего положения, пишет другой автор. Впрочем, против прежнего изменились при благотворительных мерах русского правительства, пекущихся об осетинах с особенным участием, как о народе, лучшем из всех горцев. Ну, лучше имелось в виду для царского самодержавия. Осетинский и ряд других уже ученых, они считают, что осетины это наследники древних аланов, невзирая на то, что от исторических аланов не осталось не то, что там двух слов для идентификации языка, и никаких примеров для того, чтобы отождествлять их с осетинами. Для идентификации осетин с аланами нет никакой возможности, так как по утверждению самих осетинских ученых, осетины сложились в устойчивое этническое общество к XIV веку. Вот смотрите, где этот материал. История СУАСР, 89 год, страница 141. Под руководством академика Новосельца. А мы знаем, что по материалам даже тех древних авторов, которые были современниками аланов, что аланы еще с 1 века упоминаются во многих. У того же Флавия и так далее. Вот Василий Абаев, прикрываемый властными структурами, как примитивный наперсточник, на протяжении нескольких десятилетий манипулировал, заведовал ложными словосочетаниями. То пишет осетины аланы в скобках, то аланы в скобках осетины. Последовательная, упорная, беззастенчивая ложь вот таких ученых, она привела к голословному принятию многими уже посредственными исследователями, без никаких исследований, без никаких трудов, аксиомы торжества аланов и осетин. Историк V века Иордан называл алан керти алан, истинные аланы. Смысл ингушского языка объясняет: керти головные, главные. Балкарцы обозначают словом алан своего друга. Амиан Мерцелин писал о аланах. Они не имеют никакого понятия о рабстве, все одинаково благородного происхождения. Давайте попробуем дать возможность какому-то народу, который подходит под это условие несословного общества. Кроме ингушей нет. Даже у чеченцев были князья собственные. И Турловы, и Чермоевы, и так далее, и так далее.
Интересно в этом плане такая оценка, вот когда комиссия после завоевания Кавказа, комиссия по установлению прав и сословий, она когда разбирала, обратилась, говорит, какая-то группа ингушей, сказали, что мы были дворянами исторически. Они сказали, нет, говорят, у вас все были равными, как и у алан. Не дали им такой возможности. Осетины практически не могли иметь ничего общего с аланами. Почему? Потому что у них даже в семье было сословное разделение. В одной семье, да. А у ингушей, они находятся под чьим... Вот, например, Гербер пишет, что они находятся ни под чьим владением, не платят никому подати. Другой ученый пишет, равенство всех членов общества ингушей является гордостью ингушского народа. Хаджи Мурад Мугуев Астин сам пишет, ингуши являются единственным народом, у которого никогда не было никаких сословий. То есть, как и у алан. Материальное свидетельство равноправия служит форма захоронения ингушей в общих усыпальницах, где вслепо хоронили всех членов данной общности. Если мы, например, историю Осетии обратимся, то у них богато хоронили в склепах, а рядовых общинников, крестьян хоронили в простых могилах. То есть это уже и в захоронениях не было равенства. У осетин эти классовые различия присутствовали в одной и той же семье, где отец был женат на женщинах разных сословий. Если это богатая женщина, то они, вот эти, являлись господами тех детей, которые от простой женщины. Дети от простой женщины были их не рабами. Они их могли присвоить, наследовать, обменять, продать и даже убить. Ну какие же аланы? Вот, например, у адыгов, как по обычному адату, вот исследователь пишет, по обычному адату пшик кабардинский мог присвоить себе имущество, жену, дочь любого кабардинца. Тоже без описания аланов не входит, не подходит. Средневековые аланы отличались от осетин не только, что разница была, вот как пишет исследователь, они по своему масштабу, эта разница состоит между крайними вариантами европеоидной расы. Крайними вариантами. Интересно отметить, что в эпосе осетин нет разделения героев по сословию. То есть, получается, и эпос-то у них не свой, не собственный. Если у них в каждой семье было различие. Один из исследователей пишет, что сословные различия они крайне жестко, крайне четко выдерживают у осетин. В отличие от ингушей, у которых все равны. Да, это... Эпос, то есть получается, что нарский эпос рожден в обществе равных сословий. А мы знаем, что у адыгов, кабардинцев там чуть ли не 14 сословных градаций было. Даже рабы были нескольких, зависимые люди были нескольких сословий. Одни это имеют право, другие это не имеют права. Такое сословное неравенство соблюдалось строго в семитических обществах. Вот и осетин тоже. Вообще осетины могут ли они иметь право к термину алан какого-нибудь отношения? Если в осетинском языке, по сообщению Василия Абаева, алан обозначает слово чужой. А собственного слова алан нету. А алон обозначает, собственно, чужой. При этом самого слова отдельно не встречается, а в словосочетании ацак алон, это означает истинно чужой. Можете смотреть в первом томе этимологического справочника словаря Абаева на странице 101. Культовые заимствования кавказского субстрата объясняются только средствами ингушского языка. Вот их не осетинские. Вот Бурхор Али, это что? Божество хлебных злаковий. Бур это обозначает проса древняя, откуда идет ингушское борцак. Не от русского барсук, нет. Это древнее кавказское слово. Борцак. Ахор это злаковые или хлеб в зерне. Ал это господин. Осетинское слово господин, князь, алдар тоже идет из кавказионских, где ал это господство, а дар это наличие, осуществление, присутствие. Подобная же этимология у осетин в слове смотрящий за котлом. Вот, например, аку-ал. Что такое? Ака это котел, сковорода, а эл это господин. Имеет ли корень ал, например, отношение к ингушскому? Да самое прямое. Так как у ингушей даже слово дял, Бог, это сложное слово, состоящее из двух слов. Да, это отец, ал, господин. То есть отец-создатель. Вот как обращаются к Богу во многих народах.
Он наш Отец-Создатель. Правильно, Господин наш? Не только обращение к Богу. Вот, например, смотрите, этимология слова жали. Жали это пастущая, вот у ингушей несколько обозначений собаки. Фу, жали там и так далее, и так далее. Если жали это пастущая собака и овцы, и ал господин. Даже само обозначение гала, вот башня, оно это, что такое башня? Это сокращенное обозначение это словосочетание из двух слов. Га это тело, и ал это господин. Господин, так как башни сохранялись, ингуши как физически себя сохраняли. Возьмите древнее известное обозначение дарьяльского ущелья. Дарьял. Дери это шелк, а эл это господин шелка. Почему господин? Потому что все путешественники, которые в древние времена, оно с древних времен идет, они расплачивались обычно шелком. Или, например, у ингушей существовало древнее обозначение алан, уалой. Что такое алой? Властвующий, господствующий. Они точно передают смысл алан из разных исторических хроник, что аланы они господствовали, властвовали над окружающими народами. Вот любого информатора древнего почитаешь, и они это говорят. Есть другие маркеры, очень сильные маркеры. Средневековые хроники свидетельствуют, аланы имели культовый праздничный день, воскресенье. Воскресенье это день они настолько чтят, что каждый может без опасения ходить даже среди тех, у кого они убили родителей. У аланов было это. Или причинили какое-то другое серьезное зло. У ингушей по культовым представлениям воскресенье властвует над временем. Где это указывается? Это у Чаха Ахриева, Башира Далгата и других. А Александр Дюма сообщал про ингушей, что в воскресенье они отдыхают, потому что это у них праздничный день. А у осетин, по свидетельству собственных иных исследователей, суббота – религиозный день отдыха, как воскресенье у ингушей или алан. Некоторые авторы связывают алан с тюркоязычными этносами, но этому препятствует свидетельство хроник. Монголы при завоевании Кавказа дали знать кипчакам: мы и вы один народ, аланы нам чужие. Предоставьте же их нам. Кипчаки ушли, и монголы победили алан. Всеволод Миллер, он подобно изучал историю и культуру потомков евреев-хазарских остин, но он их не отнес к аланам. Алексеев в труде «Историческая антропология. Этногенез» на странице 274 установил: антропологический анализ больше соответствует гипотезе иронизации осетин через формат, а не аланов. Больше всего. Закаева Тина, она обозначила вот это тождество алан и ариев как мнимое тождество, равносильное подлогу. Ну, в принципе, говорит это правильно. Это десятки лет историческое вранье, которое исследователи делали по торжеству алан и осетин, никак оно не подходит. Вот, например, то, что аланы не были и тюркоязычные, и ираноязычные, выразил обычный средневековый, это древний поэт Фердоуси. Он эту историческую правду выразил словами, которые научный мир не может постичь до сих пор. Аланы не тюрки и не иранцы. Вот как он пишет. Он и словами этих ихних царей пишет, вот напутствие вот этим предводителям: ты землю аланов, хазарский весь край, отныне владением нашим считай. Так напутствовали иранские цари, предводители своих войск. А само слово и знание об аланах не встречается в пределах персидской истории. Если, например, у горских евреев приветствие произносит шалом, то остины говорят родное семитское шалам. Шалом это здравствуй, привет. Они и здороваются, и отмечают этот субботний день. Субботний день отмечается не просто там шаббат. У них все культовые праздники, Шаббатизар, вот такой-то день, другие помники, все связано на семитском шаббате. То есть никакого отношения к аланам не имеют. Вот, например, осетинские исследователи часто бравируют иранским кочевым происхождением, вот, попутно относя культуру, эпос Кавказа в ирано-монгольские истоки. Забывая, что этикет, быт, нравы, пища, одежда, жилище, ремесло, они имеют такое же большое значение, даже больше, чем в соответствии тому или иному языку. Вот, даже сам Иуда Черный, вот, еврейский исследователь, он говорил, что язык, лингвистика в приложении к семитству не имеет, в исследовании семитов не имеет никакого
перспективно знать. Почему? Потому что, переходя на новое место жительства, они перенимают язык, одежду, образ жизни, культ и так далее, и так далее. Там не определишь. Это знать надо корневые, такие главные эти вопросы. Насрен длиннобородый, Тхамаданарский, самый храбрый и сильный. Вот адыгские сказания говорят. Необходимо отметить, что в адыгском эпосе никто из НАТО, кроме Насрен, не удостоен термина тамады, главного. Отвечая за все народы Кавказа, Абаев утверждал, что на Кавказе жениху ухажеру поручают организационные функции при осуществлении мероприятий, то есть быть тамадой. Это не отвечает. Конечно, зять у них жил и у тестя, пасет чужой скот, женится на сестрах, организует праздники. Возможно, что подобное культурное наследие присутствует и в других народах. Но у кавказских народов подобное невозможно. Невозможно. Например, слово тамада, как он выводит? Он выводит его к персидскому дават, зять, жених. И говорит, что это же значение имеет и адыгская тамада. Конечно, зятья помогали в мероприятиях, но на Кавказе они этого не говорили. Вот смотрите, Гольштейн, описывая Остинское застолье, а вслед за ним и этнограф Лавров пишут: мы угощались и слушали тосты, за столом строго соблюдался остинский этикет. Сидели, как в Московской Руси, не по правилам местничества, говорили только с разрешения тамады, а им был самый старший. То есть это никак, причем взять, причем это постоянное выдумывание, натаскивание. Зачем понадобилось Абаеву объяснять термины кавказского застолья какими-то выдуманными обозначениями, непонятно. Очень непонятно. При всем уважении к древнему адыгскому этикету, традициям застолья, необходимо отметить, что адыгские застолья собирали людей разного социального состава. Вот, например, да? Не все же могут быть князьями. Следовательно, часть участников застолья была ограничена в правах и возможностях. Из источников мы знаем, что у них князю прислуживал дворянин, дворянину прислуживал свободный крестьянин, свободному крестьянину раб и так далее, и так далее. У ингушей этого не было. У ингушей свободное было застолье, свободное общество, как и у аланов. Застолье ингушей, где все были равноправны, свободны, как настоящие нарты, как истинные аланы. Не зря остины и ингуши именуют макалон. Хотя некоторые говорят, что это там от ястреба. Нет, это истинные свободные аланы. Мог это свободный алан. При всей многовековой отлаженности ингушского застолья у каждого участника была равная возможность для слова. Вот это была истинная свобода застолья ингушских, где была возможность показать свой смысл, волю, выдержку, знание, традиции. Марцелин сказал, что аланы воинственны, им доставляет удовольствие, опасность и война. А как обстоит дело, например, с воинственностью в прошлом у осетин? Вот смотрите, как описывают исторические свидетельства. В страшный холод крестьян заставляли сгребать глубокий снег, расчищать дороги. Насловом с хворости застряла нога казачья, за что людей стали избивать. Лошади нога застряла, и убили 2 человек. Женщин запрягли в ярмо и привязали сани, а солдаты сзади подгоняли плетьми. Платы никакой не давали. Или в другом источнике говорится, для очищения дорог нарочно высылаются осетины. Да, перетаскивают усталых путников на себе через снежные крутизны. Ну давайте теперь приведем абзац исследователя об ингушах. Характер отличается удивительной вспыльчивостью, каждое бранное слово считает для себя оскорблением, нередко мстит обидчику смертью, не дорожа до такой степени жизнью другого человека, он мало ценит и свою. Не только мужчинам, но и женщинам свойственна эта мужественная черта характера у них, из которых каждая решится пожертвовать жизнью, но никого не допустит оскорблять себя. Разница, да, большая?
свидетельство самого, например, был такой исследователь Пфафф, конечно, и астинский исследователь говорит, да, он там еврей, там вот на нас, это... наружность, он пишет, наружность, жест, говор у многих астин напоминает евреев. Он еврей, видимо, евреев узнавал. Астинские обряды погребения, жертвоприношения, это не только по внешнему виду. Жертвоприношения, как здороваются, как прощаются, какие дни празднуют. Празднуют ли субботний день? Да, празднуют. Все это говорит о сходстве с древнееврейскими. Он пишет. Кроме этого, по коренному астинскому обычаю брат обязан жениться на вдове умершей. Это ливератный брак свойственен только, это учреждение только свойственное семитским народам. Там же можно выдумывать что угодно, придумывать. Другой историк свидетельствовал, астины опасны у себя на родине, а на чужбине несколько... Это, вы думаете, кто это пишет? Еврей или ингуш? Нет, это пишет сам Астин Мисиков. Астин более опасен у себя на родине, на чужбине несколько трусоват. По отношению к врагам Астин мстителен, часто нападает из-за угла. В отношении к окружающим не отличается честностью. Эту характеристику дал сам Астин. Вот теперь сравните отмеченные все эти описания внешности, характера с описанием Марцелина. Почти все аланы высоки, ростом, красивы, умеренно белокурыми волосами, страшные, сдержанно, с грозным взглядом своих очей. Никак не подходит. Никак. Вот эти проблемы национальной идентичности, они приводят осетинских ученых к поиску возможных предков осетинского народа, ну где угодно. Вот только единственная проблема, слишком много кандидатов в отцы. То скифы, то сарматы, то аланы, то монголы, то иранцы. Если мы говорим про Иран, например, иранские народы, вот мы все привыкли, да, Иран. Ну, представьте себе, в иранских языках нет даже обозначения для осетин. Такое может быть. Или, например, у осетин нет обозначения для иранских народов. О чем это я говорю? Вот у ингушей иранцев обозначают одним термином ажары, а персов обозначают ферси. Древнее ингушское обозначение персидского народа. Персидский народ, он более смешанный был с арабским. Это наполовину хуриты. Вот почему фонема фе у них произношение. Вот почему половина арабского языка это персидские слова, а половина персидского языка это арабизмы. А представьте себе, что у древних иранцев, вот словаря, вот возьмите словарь Васканяна, там не только сегодняшние, там древние названия германцев алеманы присутствуют. Там древнее название поляков ляхи, ляхистан. То есть еще 300, 400, 500 лет назад, который у них присутствовало, 1000 лет. Но для осетин даже обозначения нет. Осетины и все, осетины. Так не бывает. А кавказские народы, они иранских языках обозначали тоже удивительно. Элици. Это Кавказ. Элици. Что такое элици? Элици, если на ингушский язык это рассмотреть, кровь господ. Ци это кровь, эли это господа. Конечно, слишком много отцов это закономерный процесс, как выбрать, что делать, но не совсем неэтично, не совсем правомерно. Когда, может быть, они хотят выбрать там среди массы таких этих кандидатов в отцы, может, хотят выбрать себе родителей. Но правомерно ли, если, например, осетинские ученые находят бродячих родителей для истинных героев Кавказа, для нартов? Абаев на словах декларировал, что если национальная принадлежность ученого диктует ему научные позиции, то это уже не наука. А сам на каждом шагу умышленно нарушал свое заявление. Дегорский исследователь Борис Горданов справедливо отмечал, пытаясь доказать честь первородства от осетин в отношении нартского эпоса, Абаев и другие осетинские ученые, они избегают в своем исследовании параллелей и экскурсов в область фольклора, языка и быта ближайших соседей, народов Кавказа. Когда подобные сопоставления напрашиваются сами собой.
Автор упоминает о них вскользь, мимоходом, как о малоинтересном, не заслуживающем внимания. Зато охотно приводит подобного рода параллели в отношении римлян, греков, иранцев, монголов, чуть ли не полинезийцев, вдаваясь при этом в совершенно излишние подробности. Такие подробности могут быть отмечены в фольклоре, языке, культуре и тех народов, которые имеют самое близкое отношение к осетинам. Автор сознательно, вот Горданов что пишет, автор сознательно игнорирует в своем анализе эфетическую среду. Кавказские элементы в эпосе представляют научный особый интерес, как наименее изученные. А исследование в этой области может дать очень много ценного для понимания нарского эпоса. Правильно пишет, это не сегодня написано, это написано в 46, вот представьте, в 46 году в рецензию на работу Абаева Нарты. В 46-м он сразу увидел эти ошибки и сказал, да вы что делаете? Вот исследователь пишет, Терек представляет естественную границу между ингушами и осетинами, двумя совершенно не похожими друг на друга народами. Но несмотря на это, что рядом живут, последние не сблизились друг с другом. Отсюда вытекает неумолимый вопрос или вывод. У грузин, перемешавшихся с осетинами в Южной Осетии, нет полноценного нардского эпоса у грузин. А у ингушей, не смешивавшихся с осетинами, наличествует древний нардский эпос. Это как может быть? Вот такие вопросы, они не позволяют никакие выводы делать, не позволяют ничего выдумывать, не позволяют. Вот все эти выдумки. Если игнорирование объяснить слабыми контактами, все равно приходится в противоречие существующему факту. У осетин до недавнего времени отсутствовали даже термины для обозначения Бога, человека, народа, лошади, жилища, храма, ангела. Многих элементарных слов, без которых ни один народ ни жить, ни существовать не может. Вот вы думаете, я это выдумываю? У меня в выписке вот этот 4-томник Абаева и сборник, 2-томник Таказова, самоучитель Остинска, я их всех перечеркал, я просто удивляюсь. Весь язык, вся культура, даже расстановка слов, правила написания речи, все ингушское, они выдумывают что-то. То к монголам относят, то непонятно куда. Удивительное. Вот эту создавшуюся ситуацию, традиционного игнорирования всего ингушского, древней культуры Кавказа, оно объясняется очень просто. Вот один московский ученый, он очень просто объяснил. Такие крайние взгляды, возникшие в Северной Осетии в отношении ингушей, легко объяснимы. По словам американского психоаналитика, если к ненависти примешивается чувство реальной вины, это ведет еще больше ненависти. Вот представьте, просто же сказал, да? В ингушском фольклоре вообще отсутствует название осетин, как таковых. В то время как другие все этносы, древние этносы упоминаются. Если бы осетины были древними обитателями нашей страны, вот этой кавказской старины страны, то как ближайшие соседи они должны были присутствовать в эпосе. И нагайцы там есть, кто угодно там есть. Этноним Ирон отсутствует даже в самом осетинском эпосе. Вот слово Ирон отсутствует. Но это разве это не удивительно? Самого слова Ирон нету. Это тоже свидетельствует о том, что осетинский нардский эпос заимствован пришлыми народами через кавказский субстрат. Вот это Берснах Газиков отметил. Он правильно отмечает. Это говорит еще о недавнем возрасте осетинского народа. Это вот эти факты отсутствия в иранских языках термина для обозначения осетин, при наличии терминов для обозначения других древних народов, это говорит о маленьком возрасте. Вот сегодня каждый народ сидит и фантазирует. Вот у нас в соответствии с нашими древними законами, в соответствии с там... Надо сперва древним народом быть. Они самый древний народ Кавказа, ингушей. Все считают то заблудившимся Тукумом, то еще каким обозначением. Хотя сами в своих преданиях имеют обозначение, что они от ингушей произошли. Да. Вот эти выводы, вот эти записи мои, выборки, они не с пустого места родились. Это говорит о том, что наш народ себе может помочь сам.
Он должен свою историю изучать, он должен свой язык изучать. Оставить вот эти выдуманные все диагнозы, вердикты ученых, которые до конца-то не разобрались в собственном языке. И работать, 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 работать. Дал эту болшин. Спасибо вам за внимание.